Очень важно обратить внимание на эти рекомендации, поскольку они необходимы для вашего прогресса и эмоционального благополучия. Я на вашей стороне, превращая испытания в победы. Я рекомендую вам расслабиться и довериться моему постоянному влиянию на вашу жизнь. Я всегда был и всегда буду с тобой, выступая как спокойная сила, способная преодолеть самые сильные невзгоды. Позвольте мне развеять ваши страхи и неуверенность, найдя прибежище в моей уверенной поддержке, где рассеются огорчения и сомнения. Желаю вам ощутить спокойствие не только в суете будней, но и в тихие моменты ночи. Я заявляю с верой, я присутствую при свете дня и в тишине ночи, обладатель бесчисленных милостей. Иногда эти блага могут остаться незамеченными, спрятанными в тени необоснованного страха и негативного влияния окружающих. Я призываю вас сохранять надежду, оставляя в стороне внешние неприятности, бесполезные разговоры и угрозы, которые стремятся сбить вас с вашего пути. Мое слово прослеживает ваш путь, и даже во времена невзгод или когда вы пожинаете плоды своего выбора, не упускайте из виду то, что вечно. Утверждаю, мой путь освящен надежным и вечным словом, которое меня ведет. Каким бы трудным ни был путь, помните, что мой суверенный голос резонирует с властью, и я восстал с силой, которая гарантирует вам полноценную и вневременную жизнь. Сохраняйте непоколебимую веру в мои обещания. Я здесь, чтобы открыть правильные пути и закрыть двери, ведущие к ошибкам. Когда вы приближаетесь с уверенностью, вы получите доступ к благодати, необходимой вам в вашем путешествии. Обсудите, с каждым испытанием я приближаюсь к источнику веры и благодати. Вы никогда не одиноки, и не должно быть никакой путаницы, потому что я рядом с вами, сила, более могущественная, чем все существования. Перед моим словом все преклоняются, и все зло падает перед моей явной славой. Моя любовь и сила защищают тебя на каждом этапе пути. Продолжай искать меня, и ты обретешь безопасность в моих гостеприимных объятиях. Свет моего присутствия сияет внутри вас, и сила моей жертвы всегда покрывает и защищает вас. Отвергните негатив, признайте силу, данную вам, и помните, что со мной вы всегда в безопасности. Радость и облегчение, которые вы ищете, находятся в пределах вашей досягаемости, и вы готовы подчиниться истинам, которые оживляют вашу душу. Уверенность в пути, который мы идем вместе, приведет вас к мудрости, силе и сочувствию, став маяком надежды во времена отчаяния. Он убежденно заявляет: «Я прибежище надежды и света». При поддержке силы божественной, а сострадательная божественность направляет нас оставаться внимательными и готовыми к тому, чтобы твои учения нашли отклик. Мы знаем, что для вашей силы нет преград, и благодарим вас за то, что вы всегда поддерживаете нас во всех трудностях, с которыми мы сталкиваемся. Мы умоляем вас помочь сохранить наше спокойствие и пребывать в вашем небесном мире. Мы просим вас молча учить нас, позволяя нашим сердцам найти покой в вашем любящем присутствии. Пишите с верой: «Я погружен в присутствие Божественного, и мое сердце покоится в мире». Мы благодарны за дар свободы принять ваши дары и полны решимости наполниться благословениями, которые вы нам щедро предлагаете. Когда мы плачем, ты слышишь, и наша жизнь преображается по твоей благодати. В хрупкий момент нашей слабости мы доверяем твоему обещанию поднять нас, оживив нашу силу и нашу веру. Провозгласите:
моя жизнь преображается благодаря Божьим благословениям перед лицом трудностей. Мы остаемся смелыми и стойкими, полностью доверяя вашему успокаивающему присутствию. Вы, наша постоянная сила, работаете над залечиванием наших прошлых ран. Мы молимся, чтобы наша борьба послужила основой для будущего, наполненного стойкостью, проницательностью и состраданием, чтобы мы могли пролить надежду на обескураженные сердца. Он говорит: «Мой опыт укрепляет меня и позволяет мне быть маяком надежды и мудрости». Или позвольте нам поднять голос, чтобы провозгласить ваше превосходство и решительно заявить, что вы наш неутомимый пастырь и кормилец. Мы уверены в доверии к вашему наставнику и полны решимости твердо следовать вашим словам до последнего вздоха нашей жизни. Давайте смело получим ваше трансцендентное и исцеляющее благословение, почувствуем внутри вас вашу оживляющую силу и без страха двинемся вперед, делясь вашим животворящим посланием. Пишите с верой: «Я исполнен благодарности, укреплен уверенностью в божественной защите». Пусть благодарность за твое обещание пребудет в наших сердцах, понимая, что они подобны семенам, посаженным в плодородную почву нашей веры и запечатленным Твоим Святым Духом. Ожидаемые благословения – это истины, которые следует праздновать, и мы принимаем их с радостью, доверяя Вашему Слову без колебаний и сомнений. Мы знаем, что поступили правильно, полностью отдав свою жизнь в Ваши руки. Ты недалекая сущность, Ты, наш любящий Небесный Отец, творишь чудеса для тех, кто любит и слушается Тебя. Провозгласите: «Моя жизнь – это свидетельство чудесных дел Божьих». Наконец, вместе с вами мы отвергаем все зло и требуем благ, предназначенных для нашей жизни. С сердцами, исполненными веры, возносим молитвы: «Боже милостивый, в присутствии Твоем обретая силу и водительство». Подобно любимому сыну, по его шепоту, мы, его смиренные слуги, обращаем наши полные надежды взоры к его свету, ища его вечной мудрости. Путешествие столь же сложное, как жизнь, именно в его небесных объятиях мы находим убежище, и перед нами разворачивается карта для навигации по этому огромному лабиринту. Давайте твердо придерживаться его слов и смело поделимся ими со всеми, кто ищет проблеск надежды. Пусть мы никогда не пренебрегаем общением с вами через молитву. Говорить с Тобой, Боже, нетрудно, наоборот, это настоящий восторг. Когда мы закрываем глаза и искренне взываем к Твоему присутствию: «Господь, Ты мне нужен», мы чувствуем Твою сильную поддержку рядом с собой. Заявите: «Боже, мне нужно Твое постоянное присутствие». Пусть наша вера будет чистой и уверенной, проникнутой уверенностью в том, что Ты никогда не отлучишься от нас. Поскольку мы чтим Твою милость и храним слова Твоего обещания в нашем существе, в эти моменты сомнений мы знаем, что Ты поднимешь нас. Пусть эта вера будет неутомимой, освещая темные уголки отчаяния, принося Ваш свет тем, кто еще не знает Вас. Путешествуя по жизни, давайте всегда помнить о Вашей бесконечной любви, Вашем неиссякаемом милосердии и Вашем Духе-Хранителе. Пусть мы будем верными, даже во времена слабости, верными вере в то, что Ты никогда не оставишь нас беспомощными. Общайтесь, на каждом шагу я предпочитаю доверять присутствию Бога. Дай нам, Господь, силы противостоять искушениям и проницательность для выбора правильных путей. В наших молитвах общение с Вами – это облегчение, раскрытие сердца в смиренной просьбе о помощи.
Мы знаем ваше обещание немедленного общения. Верьте, как ребенок, доверяйте и знайте истину, что ваше присутствие никогда не подводит нас. Поскольку мы дорожим вашей милостью и твердо придерживаемся ваших обещаний глубоко в наших сердцах, с убежденностью в этой непоколебимой вере, мы сохраняем бдительность против ошибок, устойчивы к ненависти, руководствуясь вашей суверенной волей. Мы посвящаем свои сердца следованию за вами, тем самым заслуживая полноту свободы, которую вы желаете нам предоставить. Я вписываюсь в твое сердце, открываясь всей полноте свободы, которую хочет предложить Бог. Я принимаю ее с благодарностью. Почувствуйте дыхание, вдыхающее новую жизнь там, где раньше царила инерция запустения. Прими освобождение от всех душевных терзаний и смятений через целительную силу, излитую через искупительную жертву Сына. Услышьте мой голос, который шепчет о восстановлении, исцелении, свободе и громкой победе над невзгодами. Будьте внимательны к нежным зовам преображенной судьбы, ибо ваши искренние молитвы и твердая вера не напрасны. Я прошу вас вмешаться лично. Помните, вера открывает путь к чудесам и любви без границ, независимо от ваших обстоятельств. Я здесь держу вас без осуждения, приветствую вас, а не ругаю. Я внимательный слушатель, который слышит ваши самые сокровенные желания, побуждая вас открыться и постоянно искать моего присутствия. Сознавая его пределы и необходимость моего присутствия, я отмечаю засушливость пустыни, которая иногда душит его дух. Жизненные превратности, испытания и печаль могут попытаться поколебать наше спокойствие, но всегда помните о моей бесконечной любви и милосердии, а также о моем защитном духе, который сопровождает вас. Даже в самые хрупкие минуты своего существования с верой заявляйте: «Меня охраняет постоянная защита Божья». Ничто, ни невзгоды, болезни, опасности или заботы мира не могут разорвать вечную связь, которую мы разделяем. Когда мы вместе преодолеваем каждое препятствие, мы побеждаем благодаря любви, которая отвергает зло, посвящая себя тебе как спасению и вечному щиту. Среди трудностей ваше присутствие ощущается как нежное прикосновение, рассеивающее сомнения и успокаивающее внутреннее переживание. Пусть мы будем маяками надежды и любви, рассеивая тени отчаяния, идя под вашим руководством. Каждый новый день предстает как возможность для роста и утверждения добра. Движение вперед, несмотря на трудности, это постоянное испытание веры. Тебе, мое любимое творение, говорю, отвернись от зла и молись за заблудших в нем. Не сидите на месте, обездвиженные страхом или сожалением. В этот день я благословляю вас неизмеримыми возможностями, снабжая вас домом и теми, кого вы любите. Однако будут темные дни, когда благодарность может показаться далекой, а злой шепот попытается посеять беспокойство в вашей душе, стремясь превратить заботы в порочный круг страха и отчаяния. Но здесь я наблюдаю за тобой, ожидая момента, когда ты поднимешь руки в хвале, отвергая ошибки, которые пытаются сбить тебя с пути. Лживые планы врага не имеют над вами власти. Не обращай на это внимания, твоя победа в моих руках. Объявите: моя победа запечатана в непогрешимых руках Бога. А теперь давайте положим конец всем негативным мыслям и чувствам неполноценности, которые пытаются вас захлестнуть. Мое слово – лекарство для души, мотивация для духа и зажигает радость и новые стремления в вашем сердце.
Считайте мое слово светом, освещающим ваш путь. Глубоко верьте в мою безграничную силу и несравненную любовь, которая полностью сосредоточена на вас. Ни одно существо на небе или на земле не сможет соперничать с этим, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы засвидетельствовать, что ваша душа очищается. Вина и неуверенность, которые так долго тяготили вас, теперь исчезнут. Пишите Слово Божье верно, это свет, который направляет мои шаги. Планы, которые у меня есть для вас, полны благословений и тщательно разработаны для вашего благополучия и счастья на вашем священном пути. Никакие невзгоды, болезни, опасности и земные скорби не могут разорвать неразрывную связь, объединяющую нас. При любых обстоятельствах мы торжествуем благодаря моей любви, отрекаясь от зла и вверяя себя Тебе, нашему вечному Спасителю и Защитнику. Просыпаясь каждое утро, оживляйте нашу веру своим вдохновляющим словом. Пусть наши просьбы о вашем уходе найдут отклик в первенстве, ведь мы понимаем, что с вашей поддержкой для нас нет ничего недоступного. Молитва – это не бремя, а удовольствие. Закрывая глаза и смиренно говоря: «Господи, Ты мне нужен», мы уверены в Твоем присутствии среди нас. Комментируйте с уверенностью: «Моя вера подобна твердой скале в присутствии Бога». Поскольку мы ценим предложенную нам благодать и сохраняем ваши слова благословения в наших сердцах, давайте начнем каждый день зажигать нашу веру в обещание вашего живого слова. Мы выражаем вам наши просьбы и хвалу с непоколебимой уверенностью в вашей способности помочь нам в любой ситуации. Пусть вы укрепляете нас каждый день, и пусть любовь, которую мы разделяем с вами, распространится на каждую душу, которую мы встречаем. Продолжай вести нас, о Боже, в Твоей истине и Твоем свете, ибо в Твоем присутствии мы находим прибежище и надежду. Он заявляет: «Я принимаю Божьи обетования с радостью и уверенностью, зная, что Он верен в их исполнении». Заметьте с благоговением: «Боже, Ты единственный Спаситель, имейте полную уверенность, что ваш путь всегда будет под моим тщательным наблюдением». Даже когда на дорогах становится мрачно и наступает неопределенность, моя рука протянута к вам, предлагая поддержку и руководство. Каждым вздохом и каждым решением убеждайтесь, что мое существование так же постоянно, как биение вашего сердца. Он заявляет об этом убежденно: «На каждом шагу своего пути я чувствую зоркое око и постоянную поддержку Бога. Знай, что я всегда рядом с тобой». Каждое твое слово, каким бы тихим оно ни было, выслушивается мною со вниманием. Вы не одиноки в темные ночи самоанализа или яркие дни празднования. В каждой ситуации ищите в моей мудрости совет, как двигаться вперед, и в моем слове основу вашего пути. Исповедуйте это ясно, мой голос всегда услышан Богом в шепоте и плаче. Он направляет меня. Признайте и примите мою безусловную любовь к вам, независимо от ваших побед или неудач. Вы ценны самим своим существованием, вам не нужно заслуживать любовь, которая уже принадлежит вам по праву. На мой взгляд, ты безвозвратно ценен и любим. Помимо понимания, еще раз подтвердите в своем сердце: я безоговорочно любим Богом, независимо от моих действий. Все ваши усилия по росту и совершенствованию подтверждаются и поддерживаются мной. Ваши усилия и решимость совершенствоваться – это добродетели,
которые освещают путь к вашему личному и духовному развитию. С каждым новым усилием вы приближаетесь к своему истинному «Я», обретая силу и просвещение истинной своей цели. Заявите без колебаний: «Мои усилия по самосовершенствованию признаны и благословлены Богом». Помните, что каждый новый день обещает новое начало и возможность построить прочный фундамент любви, который я предлагаю. Будущее – это не великое неизвестное, а пространство, полное новых возможностей для успеха и радости. На рассвете позвольте себе обнять надежду, а на закате найдите время, чтобы быть благодарным за полученные благословения. Сохраняйте хорошее настроение при каждом восходе солнца. Бог приглашает меня к новым возможностям, а когда солнце садится, Он ласкает меня с благодарностью. Очень важно обращать внимание на эти признаки, поскольку они необходимы для вашего прогресса и вашего эмоционального благополучия. Ты знаешь, что я с тобой, превращаю испытания в победы. Я прошу вас расслабиться и поверить в мое постоянное влияние на ваше существование. Я всегда был и всегда буду рядом с вами, выступая как безмятежная сила, способная утихомирить самые сильные невзгоды. Позвольте мне успокоить ваши страхи и неуверенность, ища убежище в моем безопасном убежище, где ваши страдания и сомнения рассеются. Я хочу, чтобы вы наслаждались спокойствием не только в суете повседневной жизни, но и в тихие моменты ночи. Пишите с верой: «Я нахожусь в божественном присутствии, как при свете дня, так и в тишине ночи». Вы являетесь получателем бесчисленных милостей, но иногда они игнорируются или скрываются тенями необоснованного страха и негативного влияния других. Я умоляю вас сохранять надежду, отвергая внешние проблемы, бесполезные разговоры и угрозы, которые стремятся сбить вас с вашего пути. Это мое слово прослеживает ваш путь, и даже во времена невзгод или когда вы пожинаете плоды своего выбора, не упускайте из виду то, что вечно. Объявите: «Моя победа освящена надежным и вечным словом, которое ведет меня». Каким бы трудным ни был путь, помните, что мой суверенный голос резонирует с властью, и я восстал с силой, которая гарантирует вам полноценную и вневременную жизнь. Имейте непоколебимую веру в мои обещания. Я здесь, чтобы открыть правильные пути и закрыть двери, ведущие к ошибкам. Когда вы приближаетесь с уверенностью, вы получите доступ к благодати, необходимой вам в вашем путешествии. Комментарий: в каждом задании я становлюсь еще ближе к источнику веры и благодати. Вы никогда не одиноки, и не должно быть никакой путаницы, потому что я рядом с вами, сила, более могущественная, чем все существования. Перед моим словом все преклоняются, и всякая злоба падает перед моей явной славой. Моя любовь и сила защищают тебя на каждом этапе пути. Продолжай искать меня, и ты обретешь безопасность в моих гостеприимных объятиях. Свет моего присутствия сияет внутри вас, и сила моей жертвы всегда покрывает и защищает вас. Отвергните негатив, признайте силу, данную вам, и помните, что со мной вы всегда в безопасности. Радость и облегчение, которые вы ищете, находятся в пределах вашей досягаемости, и вы готовы подчиниться истинам, которые оживляют вашу душу. Уверенность в пути, который мы идем вместе, приведет вас к мудрости, силе и сочувствию, став маяком надежды во времена отчаяния. Он убежденно заявляет: «Я – прибежище надежды и света, поддерживаемое силой божественной».
а сострадательное Божество, помоги нам оставаться внимательными и готовыми к тому, чтобы Твое учение нашло отклик. Мы знаем, что для вашей силы нет преград, и благодарим вас за то, что вы всегда поддерживаете нас во всех трудностях, с которыми мы сталкиваемся. Мы умоляем вас помочь сохранить наше спокойствие и пребывать в вашем небесном мире. Мы просим вас молча учить нас, позволяя нашим сердцам найти покой в вашем любящем присутствии. Пишите с верой: «Я погружен в присутствие Божественного, и мое сердце покоится в мире». Мы благодарны за дар свободы принять ваши дары и полны решимости наполниться благословениями, которые вы нам щедро предлагаете. Когда мы плачем, ты слышишь, и наша жизнь преображается по твоей благодати. В хрупкий момент нашей слабости мы доверяем твоему обещанию поднять нас, оживив нашу силу и нашу веру. Я заявляю, что моя жизнь преображается божественными благословениями перед лицом трудностей. Мы остаемся смелыми и стойкими, полностью доверяя Его успокаивающему присутствию. Вы, наша постоянная сила, работаете над залечиванием наших прошлых ран. Мы молимся, чтобы наша борьба послужила основой для будущего, наполненного стойкостью, проницательностью и состраданием, чтобы мы могли пролить надежду на обескураженные сердца. Подтверждают мои переживания, они укрепляют меня и позволяют быть маяком надежды и мудрости. Или позвольте нам поднять голос, чтобы провозгласить ваше превосходство и решительно заявить, что вы наш неутомимый пастырь и кормилец. Мы уверены в доверии к вашему наставнику и полны решимости твердо следовать вашим словам до последнего вздоха нашей жизни. Давайте смело получим ваше трансцендентное и исцеляющее благословение, почувствуем вашу бодрящую силу внутри себя и двинемся вперед, бесстрашно делясь вашим животворящим посланием. Пишу с верой, я полон благодарности, укрепленной уверенностью в божественной защите. Пусть благодарность за Твое обещание пребудет в наших сердцах, понимая, что они подобны семенам, посаженным в плодородную почву нашей веры и запечатленным Твоим Святым Духом. Ожидаемые благословения – это истины, которые следует праздновать, и мы принимаем их с радостью, доверяя Вашему Слову без колебаний и сомнений. Мы знаем, что поступили правильно, полностью отдав свою жизнь в Ваши руки. Вы недалекая сущность, Ты, наш любящий Небесный Отец, творишь чудеса для тех, кто любит и повинуется Тебе. Моя жизнь – свидетельство чудесных дел Божьих. Наконец, вместе с Вами мы отвергаем все зло и требуем благ, предназначенных для нашей жизни. С сердцами, исполненными веры, возносим мы молитвы, Боже милостивый, находя в присутствии Твоем силу и водительство, так же, как возлюбленный Сын отвечал на Твой шепот. Мы, Ваши смиренные слуги, обращаем наш обнадеживающий взор к Вашему свету в поисках Вашей вечной мудрости в путешествии, столь же сложном, как жизнь. Именно в Его небесных объятиях мы находим убежище, и перед нами лежит карта, позволяющая ориентироваться в этом огромном лабиринте. Давайте прислушаемся к Его словам и смело поделимся ими со всеми, кто ищет проблеск надежды. Пусть мы никогда не забудем объединиться с Вами в молитве. Говорить с Тобой, Боже, нетрудно, наоборот, это настоящий восторг. Когда мы закрываем глаза и искренне взываем к Твоему присутствию, Господь, Ты мне нужен, мы чувствуем Твою сильную поддержку рядом с собой. Скажи: Боже, мне нужно Твое постоянное присутствие. Пусть наша вера будет чистой и уверенной в уверенности,
что Ты никогда не отлучишься от нас. Поскольку мы чтим Твою милость и храним слова Твоего обещания, поселившиеся в нашем существе в эти времена сомнений, мы знаем, что Ты поднимешь нас. Пусть эта вера будет неутомимой, освещая темные уголки отчаяния и принося свой свет тем, кто еще не знает ее на нашем жизненном пути. Пусть мы всегда будем помнить Твою бесконечную любовь, Твое неиссякаемое милосердие и Твой Дух-Хранитель. Пусть мы будем верными даже во времена слабости, верными вере в то, что Ты никогда не оставишь нас беспомощными. Общайтесь на каждом этапе пути, и я предпочитаю доверять присутствию Бога. Дай нам, Господь, силы противостоять искушениям и проницательность для выбора правильных путей. В наших молитвах общение с Вами – это облегчение, раскрытие сердца в смиренной просьбе о помощи. Мы знаем Ваше обещание немедленного общения. Верьте, как ребенок, доверяйте и знайте истину, что Ваше присутствие никогда не подводит нас. Поскольку мы дорожим Вашей милостью и твердо придерживаемся Ваших обещаний глубоко в наших сердцах, с убежденностью в этой непоколебимой вере, мы сохраняем бдительность против ошибок, устойчивы к ненависти, руководствуясь Вашей суверенной волей. Мы посвящаем свои сердца следованию за Вами, тем самым заслуживая полноту свободы, которую Вы желаете нам предоставить. Я вписываюсь в Твое сердце, открываясь всей полноте свободы, которую хочет предложить Бог. Я принимаю ее с благодарностью. Почувствуйте дыхание, вдыхающее новую жизнь там, где раньше царила инерция запустения. Получите освобождение от всех душевных мук и смятений из-за целительной силы, излившейся через искупительную жертву Сына. Услышьте мой голос, который шепчет о восстановлении, исцелении, свободе и громкой победе над невзгодами. Будьте внимательны к нежным зовам преображенной судьбы, ибо ваши искренние молитвы и твердая вера не напрасны. Я прошу вас вмешаться лично. Помните, вера открывает чудеса, и моя любовь не имеет границ и не зависит от ваших обстоятельств. Я здесь для того, чтобы держать вас без осуждения, приветствовать вас, а не ругать. Я внимательный слушатель, который слышит ваши самые сокровенные желания, побуждая вас открыться и постоянно искать моего присутствия. Сознавая его пределы и необходимость моего присутствия, я отмечаю засушливость пустыни, которая иногда душит его дух. Жизненные превратности, испытания и печаль могут попытаться поколебать наше спокойствие, но всегда помните о моей безграничной любви, моем бесконечном милосердии и моем защитном духе, который сопровождает вас. Даже в самые хрупкие минуты своего существования пишите с верой: «Меня охраняет постоянная защита Божья». Ничто, ни невзгоды, ни болезни, ни опасности, ни заботы мира не могут разрушить вечную связь, которую мы разделяем, когда мы вместе преодолеваем все препятствия. Мы побеждаем любовью, отрекающейся от зла, посвящая себя Тебе как спасению и вечному щиту. Среди трудностей ваше присутствие ощущается как нежное прикосновение, рассеивающее сомнения и успокаивающее внутреннее переживание. Пусть мы будем маяками надежды и любви, рассеивая тени отчаяния, идя под вашим руководством. Каждый новый день предстает как возможность для роста и утверждения добра. Движение вперед, несмотря на трудности, это постоянное испытание веры. Тебе, мое любимое творение, говорю, отвернись от зла и молись за заблудших в нем.
Упорствуйте, не оставайтесь на месте, обездвиженные страхом или сожалением. В этот день я благословляю вас неизмеримыми возможностями, вооружая обновленной верой перед лицом всех невзгод. Каждый рассвет – это пламя, которое возрождает вашу веру через мое живое слово. Держите в своем сердце желание здоровья, пропитания, защиты и мира для вашего дома и тех, кого вы любите. Однако будут темные дни, когда благодарность может показаться далекой, а злой шепот попытается посеять беспокойство в вашей душе, стремясь превратить заботы в порочный круг страха и отчаяния. Но здесь я наблюдаю за тобой, ожидая момента, когда ты поднимешь руки в хвале, отвергая ошибки, которые пытаются сбить тебя с пути. Лживые замыслы врага не имеют над тобой власти, не обращай на них внимания, потому что твоя победа в моих руках. Я твоя непогрешимая и нерушимая надежда. Провозгласите: моя победа запечатана в непогрешимых руках Бога. Давайте положим конец всем негативным мыслям и любому чувству неспособности, которое пытается вас захлестнуть. Мое слово – лекарство для души, мотивация для духа и зажигает радость и новые стремления в вашем сердце. Считайте мое слово светом, освещающим ваш путь. Глубоко верьте в мою безграничную силу и несравненную любовь, которая полностью сосредоточена на вас. Ни одно существо на небе или на земле не сможет соперничать с этим, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы засвидетельствовать, что ваше существо находится в процессе очищения. Вина и неуверенность, которые так долго тяготили вас, теперь исчезнут. Пишите честно, Слово Божие – это свет, направляющий мои шаги. Планы, которые у меня есть для вас, полны благословений и тщательно разработаны для вашего благополучия и счастья на вашем священном пути. Никакие невзгоды, болезни, опасности и земные скорби не могут разорвать неразрывную связь, объединяющую нас. При любых обстоятельствах мы торжествуем благодаря моей любви, отрекаясь от зла и вверяя себя Тебе, нашему вечному Спасителю и Защитнику. Просыпаясь каждое утро, оживляйте нашу веру своим вдохновляющим словом. Пусть наши просьбы и похвалы в ваш адрес находят отклик в первенстве, ведь мы понимаем, что с вашей поддержкой для нас нет ничего недоступного. Молитва – это не бремя, а удовольствие. Закрывая глаза и смиренно говоря: «Господи, Ты мне нужен», мы уверены в Твоем присутствии среди нас. Комментируйте с уверенностью: «Моя вера подобна твердой скале в присутствии Бога». Поскольку мы ценим предложенную нам благодать и сохраняем Его слова благословения, посеянные в наших сердцах, пусть начало каждого дня зажигает нашу веру в обещание Его живого слова. Мы выражаем вам наши просьбы и хвалу с непоколебимой уверенностью в вашей способности помочь нам в любой ситуации. Пусть вы укрепляете нас каждый день, и пусть любовь, которую мы разделяем с вами, распространится на каждую душу, которую мы встречаем. Продолжай вести нас, о Боже, в Твоей истине и Твоем свете, ибо в Твоем присутствии мы обретаем надежду. Он заявляет: «Я принимаю Божьи обетования с радостью и уверенностью, зная, что Он верен в их исполнение». Пусть эта молитва поднимется перед вами, как сладкий аромат, живое заявление нашей веры, нашей надежды и нашей любви. Во имя Отца, Сына и Святого Духа пусть это будет выражением обожания и непоколебимой преданности Его воле и пути. Заметьте с благоговением: Боже, Ты единственный Спаситель.
Имейте полную уверенность, что во все времена ваш путь находится под моим тщательным наблюдением, даже когда пути затуманиваются и наступает неопределенность. Моя рука протянута к тебе, и я предлагаю тебе, предоставляя вам поддержку и руководство. Каждым вздохом и каждым решением убеждайтесь, что мое существование так же постоянно, как биение вашего сердца. Он убежденно утверждает, что на каждом шагу своего пути я чувствую зоркое око и постоянную поддержку Бога. Знай, что я всегда рядом с тобой. Каждое твое слово, каким бы тихим оно ни было, выслушивается мною со вниманием. Вы не одиноки в темные ночи самоанализа или яркие дни празднования. В каждой ситуации ищите в моей мудрости совет, как двигаться вперед, и в моем слове основу вашего пути. Он ясно исповедует: голос мой всегда услышан Богом в шепоте и плаче. Он направляет меня. Признайте и примите мою безусловную любовь к вам, независимо от ваших побед или неудач. Вы ценны своим собственным существованием, и вам не нужно заслуживать любовь, которая уже принадлежит вам по праву. На мой взгляд, ты безвозвратно ценен и любим. Помимо понимания, еще раз подтвердите в своем сердце: я любим Богом безоговорочно, независимо от моих действий. Все ваши усилия для роста и совершенствования. Ваши усилия и решимость совершенствоваться я признаю и поддерживаю. Это добродетели, которые освещают путь к вашему личному и духовному развитию. С каждым новым усилием вы приближаетесь к своему истинному «Я», обретая силу и просвещение истинной своей цели. Он без колебаний заявляет: «Мои усилия по самосовершенствованию признаны и благословлены Богом». Помните, что каждый новый день обещает новое начало и возможность построить прочный фундамент любви, который я предлагаю. Смотрите на будущее не как на огромную неизвестность, а как на будущее, наполненное новым потенциалом успеха и радости. На рассвете позвольте себе обнять надежду, а на закате найдите время, чтобы быть благодарным за полученные благословения. Сохраняйте бодрость духа при каждом восходе солнца. Бог приглашает меня к новым возможностям и на закате ласкает меня с благодарностью. Мой дорогой сын, очень важно осознавать свои эмоции, потому что они являются ключом к твоему прогрессу и эмоциональному благополучию. Ты знаешь, что я с тобой превращаю испытания в победы. И я прошу вас расслабиться и поверить в мое постоянное влияние на ваше существование. Я всегда был и всегда буду рядом с вами, выступая как безмятежная сила, способная утихомирить самые сильные невзгоды. Позвольте мне успокоить ваши страхи и неуверенность, ища убежище в моей надежной поддержке, где ваши страдания и сомнения растворятся. Я хочу, чтобы вы наслаждались спокойствием не только в суете повседневной жизни, но и в тихие моменты ночи. Напишите с верой: «Я нахожусь в божественном присутствии и при свете дня, и в тишине ночи». Вы получатель бесчисленных милостей, но иногда их игнорируют, скрывая тенями необоснованного страха и негативного влияния других. Я умоляю вас сохранять надежду, отвергая внешние проблемы, бесполезные разговоры и угрозы, которые стремятся сбить вас с вашего пути. Это мое слово прослеживает ваш путь, и даже во времена невзгод или когда вы пожинаете плоды своего выбора, не упускайте из виду то, что вечно. Он заявляет: «Мой путь освящен надежным и вечным словом, которое ведет меня».
Каким бы трудным ни был путь, помните, что мой суверенный голос резонирует с авторитетом. Я воскрес с силой, которая гарантирует вам полноценную и вневременную жизнь. Имейте непоколебимую веру в мои обещания. Я здесь, чтобы открыть правильные пути и закрыть двери, ведущие к ошибкам. Когда вы приближаетесь с уверенностью, вы получите доступ к благодати, необходимой вам в вашем путешествии. С каждым испытанием я приближаюсь к источнику веры и благодати. Вы никогда не одиноки, и не должно быть никакой путаницы, потому что я рядом с вами, сила, более могущественная, чем все существования. Перед моим словом все преклоняются, и всякая злоба падает перед моей явной славой. Моя любовь и сила защищают тебя на каждом этапе пути. Продолжай искать меня, и ты обретешь безопасность в моих объятиях. Свет моего присутствия сияет внутри вас, и сила моей жертвы всегда покрывает и защищает вас. Отвергните негатив, признайте силу, данную вам, и помните, что со мной вы всегда в безопасности. Радость и облегчение, которые вы ищете, находятся в пределах вашей досягаемости, и вы готовы подчиниться истинам, которые оживляют вашу душу. Уверенность в пути, который мы идем вместе, приведет вас к мудрости, силе и сочувствию, став маяком надежды во времена отчаяния. Он убежденно заявляет: «Я – прибежище надежды и света, поддерживаемое силой божественной». А божество, полное сострадания, направь нас, чтобы они оставались внимательными и были готовы к тому, чтобы твое учение нашло отклик. Мы знаем, что для вашей силы нет преград, и благодарим вас за то, что вы всегда поддерживаете нас во всех трудностях, с которыми мы сталкиваемся. Мы умоляем вас помочь сохранить наше спокойствие и пребывать в вашем небесном мире. Мы просим вас молча учить нас, позволяя нашим сердцам найти покой в вашем любящем присутствии. Напишите с верой: «Я погружен в присутствие Божественного, и мое сердце покоится в мире». Мы благодарны за дар свободы принять ваши дары и полны решимости наполниться благословениями, которые вы нам щедро предлагаете. Когда мы плачем, ты слышишь, и наша жизнь преображается по твоей благодати. В хрупкий момент нашей слабости мы доверяем твоему обещанию поднять нас, оживив нашу силу и нашу веру. Он говорит: «Моя жизнь преображается благодаря божественным благословениям». Столкнувшись с трудностями, мы остаемся мужественными и твердыми, полностью доверяя вашему обнадеживающему присутствию. Вы, наша постоянная сила, работаете над залечиванием наших прошлых ран. Мы молимся, чтобы наша борьба послужила основой для будущего, наполненного стойкостью, проницательностью и состраданием. Чтобы надежда могла сиять в обескураженных сердцах. Он говорит: «Мой опыт укрепляет меня и позволяет мне быть маяком надежды и мудрости». Или давайте поднимем голос, чтобы провозгласить ваше превосходство и решительно заявить, что вы наш неутомимый пастырь и кормилец. Мы уверены в доверии к вашему наставнику и полны решимости твердо следовать вашим словам до последнего вздоха нашей жизни. Давайте смело получим ваше трансцендентное и исцеляющее благословение, почувствуем вашу бодрящую силу внутри себя и двинемся вперед, бесстрашно делясь вашим животворящим посланием. Напишите с верой: «Я исполнен благодарности, укреплен уверенностью в божественной защите». Пусть благодарность за твое обещание пребудет в наших сердцах, понимая, что они подобны семенам, посаженным в плодородную почву нашей веры,
и запечатленным Твоим Святым Духом. Ожидаемые благословения – это истины, которые следует праздновать, и мы принимаем их с радостью, доверяя Вашему Слову без колебаний и сомнений. Мы знаем, что поступили правильно, полностью отдав свою жизнь в Ваши руки. Вы недалекая сущность. Ты, наш любящий Небесный Отец, творишь чудеса для тех, кто любит и повинуется Тебе. Он заявляет: «Моя жизнь – свидетельство чудесных дел Божьих». Наконец, вместе с Вами мы отвергаем все зло и требуем благ, предназначенных для нашей жизни. С сердцами, исполненными веры, возносим молитвы: «Боже милостивый, в присутствии Твоем обретая силу и водительство». Подобно тому, как любимый сын слушал Его шепот, мы, Его смиренные слуги, обращаем наш обнадеживающий взор к Его свету в поисках Его вечной мудрости. В путешествии, столь же сложном, как жизнь, в ее небесных объятиях мы находим убежище, и перед нами разворачивается карта, по которой можно пройти по этому огромному лабиринту. Давайте прислушаемся к Его словам и смело поделимся ими со всеми, кто ищет проблеск надежды. Пусть мы никогда не пренебрегаем общением с Вами через молитву. Говорить с Тобой, Боже, нетрудно, наоборот, это настоящий восторг. Когда мы закрываем глаза и искренне взываем к Твоему присутствию: «Господь, Ты мне нужен», мы чувствуем Твою сильную поддержку рядом с собой. Заявите: «Боже, мне необходимо Твое постоянное присутствие». Пусть наша вера будет чистой и уверенной, проникнутой уверенностью в том, что Ты никогда не отлучишься от нас. Поскольку мы чтим Твою милость и храним слова Твоего обещания, поселившиеся в нашем существе в эти времена сомнений, мы знаем, что Ты поднимешь нас. Пусть эта вера будет неутомимой, освещая темные уголки отчаяния и принося ваше сияние тем, кто еще не знает Вас. Путешествуя по жизни, давайте всегда помнить о Вашей бесконечной любви, неиссякаемом милосердии и духе. Пусть мы будем верными, даже во времена слабости, верными вере в то, что Ты никогда не оставишь нас беспомощными. Общайтесь на каждом этапе пути, я предпочитаю доверять присутствию Бога. Дай нам, Господь, силы противостоять искушениям и проницательность для выбора правильных путей. В наших молитвах общение с Вами – это облегчение, раскрытие сердца в смиренной просьбе о помощи. Мы знаем о Его обещании немедленного общения, веря, как дети, доверяя и зная истину, что Его присутствие никогда не подводит нас. Поскольку мы ценим Вашу милость и твердо придерживаемся Ваших обещаний глубоко в наших сердцах, с убежденностью в этой непоколебимой вере, мы сохраняем бдительность против ошибок и сопротивляемся ненависти. Руководствуясь Его суверенной волей, мы посвящаем свои сердца следованию за Ним, тем самым заслуживая полноту свободы, которую Он желает нам даровать. Я вписываюсь в Твое сердце, открываясь всей полноте свободы, которую хочет предложить Бог. Я принимаю ее с благодарностью. Почувствуйте дыхание, вдыхающее новую жизнь там, где раньше царила инерция запустения. Получите освобождение от всех мучений и смятений через целебную силу, излитую через искупительную жертву Сына. Услышьте мой голос, который шепчет о восстановлении, исцелении, свободе и громкой победе над невзгодами. Будьте внимательны к нежным призывам преображенной судьбы, ибо ваши искренние молитвы и твердая вера не напрасны и требуют личного вмешательства. Помните о вере, открывайте чудеса и любите без ограничений, независимо от ваших обстоятельств.
Я здесь для того, чтобы держать вас без осуждения, приветствовать вас, а не ругать. Я внимательный слушатель, который слышит ваши самые сокровенные желания, воодушевляя вас в ваших пределах и в необходимости моего присутствия. Я вижу засушливость пустыни, которая иногда душит твой дух, превратности жизни, испытания и печаль могут попытаться поколебать наше спокойствие, но всегда помни о моей безграничной любви, моем бесконечном милосердии и моем духе-защитнике, который сопровождает его. Даже в самые хрупкие минуты своего существования пишите с верой: меня охраняет постоянная защита Божья. Ничто, ни невзгоды, ни болезни, ни опасности, ни заботы мира не могут разорвать вечную связь, которую мы разделяем перед лицом любых препятствий. Вместе мы побеждаем благодаря любви, отрекающейся от зла, посвящающей себя Тебе как спасению и вечному щиту. Среди трудностей ваше присутствие ощущается как нежное прикосновение, рассеивающее сомнения и успокаивающее внутренние переживания. Пусть мы будем маяками надежды и любви, рассеивая тени отчаяния, идя под вашим руководством. Каждый новый день предстает как возможность для роста и утверждения добра. Движение вперед, несмотря на трудности, это постоянное испытание веры. Тебе, мое любимое творение, говорю, отвернись от зла и молись за заблудших в нем. Упорствуйте, не оставайтесь на месте, обездвиженные страхом или сожалением. В этот день я предлагаю вам неизмеримые возможности, смело встречая их. Каждый рассвет – это пламя, которое возрождает вашу веру через мое живое слово. Держите в своем сердце желание здоровья, пропитания, защиты и мира для вашего дома и тех, кого вы любите. Однако будут темные дни, когда благодарность может показаться далекой, а злой шепот попытается посеять беспокойство в вашей душе, стремясь превратить заботы в порочный круг страха и отчаяния. Но здесь я наблюдаю за тобой, ожидая момента, когда ты поднимешь руки в хвале, отвергая ошибки, которые пытаются сбить тебя с пути. Лживые замыслы врага не имеют над тобой власти, не обращай на них внимания, потому что твоя победа в моих руках. Я твоя непогрешимая и нерушимая надежда. Провозгласите: моя победа запечатана в непогрешимых руках Бога. А теперь давайте положим конец всем негативным мыслям и чувствам неполноценности, которые пытаются вас захлестнуть. Мое слово – лекарство для души, мотивация для духа и пробуждает радость и новые стремления в вашем сердце. Считайте мое слово светом, освещающим ваш путь, глубоко верьте в мою безграничную силу и несравненную любовь, всецело сосредоточенную на вас. Ни одно существо на небе или на земле не может соперничать с этим. Мой дорогой сын, моя дорогая дочь, я говорю с тобой сегодня, свидетельствуя тебе, что твоя душа очищается. Вина и неуверенность, которые так долго тяготили вас, теперь исчезнут. Он верно пишет: Слово Божие – это свет, направляющий мои шаги. Планы, которые у меня есть для вас, полны благословений, тщательно разработанных для вашего благополучия и счастья на вашем священном пути. Никакие невзгоды, болезни, опасности и земные скорби не могут разорвать неразрывную связь, объединяющую нас. При любых обстоятельствах мы торжествуем благодаря моей любви, отрекаясь от зла и вверяя себя Тебе, нашему вечному Спасителю и Защитнику. Просыпаясь каждое утро, оживляйте нашу веру своим вдохновляющим словом. Пусть наши просьбы
Похвала, которую вы несете, перекликается с первенством, ведь мы понимаем, что с вашей поддержкой для нас нет ничего недоступного. Молитва – это не бремя, а удовольствие. Закрывая глаза и смиренно говоря: «Господи, Ты мне нужен», мы уверены в Твоем присутствии среди нас. Комментируйте с уверенностью: «Моя вера подобна твердой скале в присутствии Бога». Поскольку мы ценим предложенную нам благодать и сохраняем ваши слова благословения в наших сердцах, давайте начнем каждый день зажигать нашу веру в обещание вашего живого слова. Мы выражаем вам наши просьбы и хвалу с непоколебимой уверенностью в вашей способности помочь нам в любой ситуации, в том, что вы укрепляете нас каждый день и что любовь, которую мы разделяем с вами, распространяется на каждую душу, с которой мы встречаемся. Продолжай вести нас, о Боже, в Твоей истине и Твоем свете, ибо в Твоем присутствии мы находим прибежище и надежду. Он заявляет: «Я принимаю Божьи обещания с радостью и уверенностью, зная, что Он верен в их исполнение». Пусть эта молитва поднимется перед вами, как сладкий аромат, живое заявление нашей веры, нашей надежды и нашей любви. Во имя Отца, Сына и Святого Духа пусть это будет выражением обожания и непоколебимой преданности Его воле и пути. Заметьте с благоговением: «Боже, Ты единственный Спаситель». Имейте полную уверенность, что ваш путь всегда под моим тщательным наблюдением. Даже когда пути становятся туманными и наступает неопределенность, моя рука протягивается к вам, предлагая поддержку и направление. Будьте уверены в каждом вздохе и каждом решении, что моя помощь так же постоянна, как биение вашего сердца. Он убежденно заявляет: «На каждом этапе моего пути я чувствую зоркое око и постоянную поддержку Бога. Знай, что я всегда рядом с тобой». Каждое твое слово, каким бы тихим оно ни было, выслушивается мною со вниманием. Не ты одинок в темные ночи самоанализа и в яркие дни празднования. Во всех ситуациях ищите в моей мудрости совет, чтобы двигаться вперед, и в моем слове основание вашего пути. Ясно исповедуйте: мой голос всегда услышан Богом. Шепотом и криками Он ведет меня. Признайте и примите мою безусловную любовь к вам, независимо от ваших побед или неудач. Вы ценны своим собственным существованием, и вам не нужно заслуживать любовь, которая уже принадлежит вам по праву. По моему мнению, вы имеете безвозвратную ценность и находитесь за гранью понимания. Подтвердите в своем сердце: я безоговорочно любим Богом, независимо от моих действий. Каждое усилие, которое вы прилагаете для роста и совершенствования, подтверждается и поддерживается мной. Ваши усилия и решимость совершенствоваться – это добродетели, которые освещают путь к вашему личному развитию. В духовном путешествии с каждым новым приключением вы приближаетесь к своему истинному «Я», укрепляясь и просвещаясь истиной своего предназначения. Заявите без колебаний: «Мои усилия по самосовершенствованию признаны и благословлены Богом». Помните, что каждый новый день обещает новое начало и возможность построить прочный фундамент любви, который я предлагаю. Смотрите на будущее не как на огромную неизвестность, а как на пространство, полное нового потенциала для успеха и радости. На рассвете позвольте себе обнять надежду, а на закате найдите время, чтобы быть благодарным за полученные благословения. Помните, что с каждым восходом солнца Бог приглашает вас к новым возможностям, а когда солнце садится, Он ласкает вас с благодарностью.
Мой дорогой сын, очень важно обращать внимание на эти указания, потому что они являются ключом к твоему прогрессу и твоему эмоциональному благополучию. Ты знаешь, что я с тобой превращаю испытания в победы. И я прошу вас расслабиться и поверить в мое постоянное влияние на ваше существование. Я всегда был и всегда буду рядом с вами, выступая как безмятежная сила, способная утихомирить самые сильные невзгоды. Позвольте мне успокоить ваши страхи и неуверенность, ища убежище в моем безопасном убежище, где ваши страдания и сомнения рассеются. Желаю вам наслаждаться спокойствием не только в суете повседневной жизни, но и в умиротворенные моменты ночи. Пишите с верой: я нахожусь в божественном присутствии, как при свете дня, так и в тишине ночи. Вы получаете бесчисленные милости, но их иногда игнорируют, скрывая тенями необоснованного страха и негативного влияния других. Я умоляю вас сохранять надежду, отвергая внешние проблемы, бесполезные разговоры и угрозы, которые стремятся сбить вас с вашего пути. Это мое слово, которое прослеживает ваш путь, и даже во времена невзгод или когда вы пожинаете плоды своего выбора, не упускайте из виду то, что вечно. Провозгласите: мой путь освящен надежным и вечным словом, которое ведет меня. Каким бы трудным ни был путь, помните, что мой суверенный голос резонирует с властью, и я восстал с силой, которая гарантирует вам полноценную и вневременную жизнь. Имейте непоколебимую веру в мои обещания. Я здесь, чтобы открыть правильные пути и закрыть двери, ведущие к ошибкам. Когда вы приближаетесь с уверенностью, вы получите доступ к благодати, необходимой вам в вашем путешествии. Обсудите: с каждым испытанием я приближаюсь к источнику веры и благодати. Вы никогда не одиноки, и не должно быть никакой путаницы, потому что я рядом с вами, сила, более могущественная, чем все существования. Перед моим словом все преклоняются, и всякая злоба падает перед моей явной славой. Моя любовь и сила защищают тебя на каждом этапе пути. Продолжай искать меня, и ты обретешь безопасность в моих гостеприимных объятиях. Свет моего присутствия сияет внутри вас, и сила моей жертвы покрывает и защищает вас во все времена. Отвергните негатив, признайте силу, данную вам, и помните, что со мной вы всегда в безопасности. Радость и облегчение, которые вы ищете, находятся в пределах вашей досягаемости, и вы готовы подчиниться истинам, которые оживляют вашу душу. Он убежденно утверждает, что на каждом шагу своего пути я чувствую зоркий взгляд и постоянную поддержку божественности. Пожалуйста, знайте, что я всегда в вашем распоряжении. Каждое ваше слово, каким бы молчаливым оно ни было, воспринимается мной с любовью. Вы не одиноки ни в темные ночи самоанализа, ни в яркие дни празднования. Во всех ситуациях ищите совета у моей мудрости, чтобы двигаться вперед, и у моего слова основы вашего пути. Ясно исповедуйте: Бог всегда слышит мой голос, будь то шепот или крик. Он направляет меня. Признайте и примите мою безусловную любовь к вам, независимо от ваших успехов или неудач. Вы ценны уже самим своим существованием, и вам не нужно заслужить любовь, которая уже принадлежит вам по праву. По моему мнению, вы бесспорно ценны и любимы. За пределами понимания утвердите в своем существе: я любим Богом безоговорочно, какими бы ни были мои действия.
Каждое усилие, которое вы прилагаете для роста и совершенствования, подтверждается и поддерживается мной. Ваша преданность делу и решимость совершенствоваться – это добродетели, которые освещают путь к вашему личному и духовному развитию. С каждым новым усилием вы приближаетесь к своему истинному «Я», обретая силу и просвещение истинной своей цели. Заявите без колебаний: «Мои усилия по самосовершенствованию признаны и благословлены Богом». Помните, что каждый новый день обещает новое начало и возможность построить прочный фундамент любви, которую я предлагаю вам. Смотрите на будущее не как на огромную неизвестность, а как на пространство, полное нового потенциала для успеха и радости. На рассвете позвольте себе обнять надежду, а на закате найдите время, чтобы быть благодарным за полученные благословения. Имейте в виду, с каждым восходом солнца Бог приглашает меня к новым возможностям и с заходом солнца ласкает меня с благодарностью. Мой дорогой сын, очень важно обратить внимание на эти рекомендации, потому что они являются ключом к твоему прогрессу и эмоциональному благополучию. Признайте, что я с вами превращаю испытания в победы. И я прошу вас расслабиться и поверить в мое постоянное влияние на ваше существование. Я всегда был и всегда буду рядом с вами, выступая как безмятежная сила, способная утихомирить самые сильные невзгоды. Позвольте мне развеять ваши страхи и неуверенность, найдя прибежище в моей уверенной поддержке, где ваши огорчения и сомнения рассеются. Я хочу, чтобы вы ощутили спокойствие не только в повседневной суете, но и в тихие ночные минуты. Утвердите с верой: я нахожусь в божественном присутствии, как при свете дня, так и в тишине ночи. Вы получаете бесчисленные милости, но их иногда игнорируют, скрывая тенями необоснованного страха и негативного влияния других. Я призываю вас сохранять надежду, отложив в сторону внешние неприятности, разговоры и угрозы, которые стремятся сбить вас с вашего пути. Это мое слово, которое прослеживает ваш путь, и даже во времена невзгод или когда вы пожинаете плоды своего выбора, не упускайте из виду то, что вечно. Провозгласите: «Мой путь освящен надежным и вечным словом, которое ведет меня». Каким бы трудным ни был путь, помните, что мой суверенный голос резонирует с властью, и что я восстал с силой, которая гарантирует вам полноценную и вневременную жизнь. Имейте непоколебимую веру в мои обещания. Я здесь, чтобы открыть правильные пути и закрыть двери, ведущие к ошибкам. Когда вы приближаетесь с уверенностью, вы получите доступ к благодати, необходимой вам в вашем путешествии. Обсудите: с каждым испытанием я приближаюсь к источнику веры и благодати. Вы никогда не одиноки, и не должно быть никакой путаницы, потому что я рядом с вами, сила, более могущественная, чем все существования. Перед моим словом все преклоняются, и все зло падает перед моей явной славой. Моя любовь и сила защищают тебя на каждом этапе пути. Продолжай искать меня, и ты обретешь безопасность в моих гостеприимных объятиях. Свет моего присутствия сияет внутри вас, и сила моей жертвы всегда покрывает и защищает вас. Отвергните негатив, осознайте силу, данную вам. И помни, что со мной ты всегда в безопасности, радость и облегчение, которые ты ищешь, находятся в пределах твоей досягаемости. Ты готов отдаться истинам, которые оживляют твою душу.
Уверенность в пути, который мы идем вместе, приведет вас к мудрости, силе и сочувствию, став маяком надежды во времена отчаяния. Он убежденно заявляет: «Я – прибежище надежды и света, поддерживаемое силой божественного или сострадательного божества». Научите нас оставаться внимательными и готовыми повторять ваше учение. Мы понимаем, что для вашей силы нет преград, и благодарим вас за то, что вы всегда находитесь рядом с нами перед лицом всех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мы молимся о вашей помощи в сохранении нашего спокойствия и пребывании в вашем небесном мире. Мы просим вас молча учить нас, позволяя нашим сердцам найти покой в вашем любящем присутствии. Пишите с верой: «Я погружен в присутствие Божественного, и мое сердце покоится в мире». Мы благодарны за дар свободы принять ваши дары и полны решимости наполниться благословениями, которые вы нам щедро предлагаете. Когда мы плачем, ты слышишь, и наша жизнь преображается по твоей благодати. В хрупкий момент нашей слабости мы доверяем твоему обещанию поднять нас, оживив нашу силу и нашу веру. Провозгласите: «Моя жизнь преобразилась благодаря божественным благословениям». Перед лицом трудностей мы остаемся мужественными и твердыми, полностью доверяя вашему успокаивающему присутствию. Вы, наша постоянная сила, работаете над залечиванием наших прошлых ран. Мы молимся, чтобы наша борьба послужила основой для будущего, наполненного стойкостью, проницательностью и состраданием, чтобы мы могли пролить надежду на обескураженные сердца. Он говорит: «Мой опыт укрепляет меня и позволяет мне быть маяком надежды и мудрости». Давайте поднимем голос, чтобы провозгласить ваше превосходство и решительно подтвердить, что вы – наш неутомимый пастырь и кормилец. Мы уверены в доверии к вашему наставнику и полны решимости твердо следовать вашим словам до последнего вздоха нашей жизни. Давайте смело получим ваше трансцендентное и исцеляющее благословение, почувствуем внутри вас вашу оживляющую силу и без страха двинемся вперед, делясь вашим животворящим посланием. Пишите с верой: «Я исполнен благодарности, укреплен уверенностью в божественной защите».